Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Сегодня аномальная жара в Бангкоке. Я снимал ролик, к сожалению, сколько я труда туда вложил. Оно, оказывается, от солнца, от жары. Она отключилась. Я же не видел, там солнце глаза светило. Я думаю, она снимает, оказывается, она не снимала. И такая красивая речь. Такие красивые обороты, скорее всего, пропали. Я хотел, конечно, закончить эту тему ингушей. Я устал от них, от их лживого братства, от их лицемерия. И я, вот аккорд бывает, вот я с Бангкока начал, хотел с Бангкоком закончить. Оставалось мне чуть-чуть поговорить про это. Оказывается, камера отключилась от того, что очень жара на улице, и она вот это. Сейчас я в комнате и держу в руке этот свой штатив, потому что по-другому никак. А нельзя будет, и вот очень сложно будет мне сейчас снова это все повторить. Практически невозможно, но, к сожалению, вот так и получается иногда. Такие проколы. Надеюсь, сумею, не знаю, с чего сейчас начну снова. Но вот эта дружба ингушей, мнимое братство, вот они чеченцев не хотят никак. Им эта дружба не нужна, братство не нужна. Когда нужно было, конечно, они были братьями. Это было выгодно и финансово, и материально. Они голыми задницами прискакали от Чечен-Ингусской ССР в 1934 году. И вот их начали обустраивать у нас в Грозном, им давать вот эти площадки, создавать их вот эти институты. И, конечно, нам это не надо было, у нас была своя самодостаточная республика, самодостаточный регион, Грозный город был с царем в 1861 году, по-моему, стал городом он. И огромный мегаполис, огромный вот этот. И нам не надо было, вот русские, да, это казаки все, вот и так и там хватало русскоязычных, не хватало там еще этих ингушей. Но они прискакали, нас не спрашивали, мы против, хотим ли мы за это такое мнимое братство. Конечно, тогда, когда чеченцы знали, они же помнили еще вот это их рассказы от их отцов, прадедов, как они в Кавказской войне себя повели некрасиво. И, скорее всего, вот это их радость можно понять, потому что они знали цену их дружбы, знали цену их обещаниям, словам, поэтому очень настороженно. Даже моя бабушка меня удивляла, она была депутатом, знаменитой женщиной, депутатом Верховного Совета Чечен-Ингусской ССР, и она как очень осторожна. Я с ней был очень близок и постоянно у него жил. Почему-то, я не знаю, моя мать, отец, я бабушкин. Напротив, у нас был почти один двор, она жила на другую сторону, на соседней улице. С одной стороны наш отец, мать жили, а с другой стороны жила наша бабушка, наши дядя. Я так получился, что постоянно за бабушкой был прикреплен. Бабушке помогал ей в огороде вот так, и горе она меня с собой забирала на 3 месяца летний каникул. И вот, можно сказать, я вырос вот так. И вот это было постоянно, я же и говорил, вот ингушей она тоже почему-то, у нее сторонился этих ингушей. Она была депутатом в то время, в 1973 году, вот когда эти ингуши захотели создать ингушетию в составе Осетино-Ингушской ССР, уйти от чеченцев, своих братьев, и присоединиться вот снова этим осетинам, и там вот это Идрис Базоркин и другие предатели чеченского ингушского народа, вот они вот решили за ингушей
как им будет лучше. И вот провокацию Грозным устроили. Бедные чеченские студенты, они же говорят только ингуши. Нет, чеченские студенты там много, своими сокурсниками, ингушами, поддержку сделали. Очень много людей пострадало. Советский Союз это не хотел им простить. Они 50 лет СССР эту провокацию устроили, когда весь город Грозный готовился к праздникам. Это нам, чеченцам, конечно, это русская власть сказала, это ваши братья, что они делают? Вот. И хотели вести войска. Жалко, что это саперными лопатами, чувствует ингуши. Вот тогда, в 1973 году, привели бы чувство, они сейчас бы скакали бы на этих площадях, и посылая нас, чеченцев, обзывая нас, оскорбляя нас, они не бегали бы. И благодаря таким женщинам, как моя бабушка, и другим чеченским женщинам, депутатам Верховного Совета Чеченской Ассамблеи, вот они сделали очень много, чтобы защитить этих ингушей. Вот эта советская власть им не хотела это простить. И вот они сумели вот это. И, конечно, после этого русские очень странно относились к чеченцам, потому что вот они, вот гады чеченцы и себе, так они уже все захватили, все вот это, и вот это почему-то советская власть претензии предъявила не ингушам, этим провокаторам, а чеченцам. А причем чеченцы, если они ваши, вы их подняли, вы за ними это потеряли, это русские, вы их взвесили на чеченцами, это чечен-ингушети, и мы должны за них отвечать, за этих провокаторов. Эти провокаторы, это жители Чечен-Ингушской Осетии. Идрис Базоркин, житель Северной Осетии, в городе Владикавказа, прискакал, провокацию в Чечне устроить, Чечен-Ингушской Осетии устроить. Он устроил, и потом эти ингуши, вот с тех пор, вот это все, вот это была первая, в 1957 году была первая вот эта волна этих чеченофобов, этих стариков ингушских, которые захотели Ингушская Чеченская республика, чтобы она называлась Ингушия Чеченская Ассоциация. Даже звучало лепо, но имя это как объяснишь? Никак не объяснишь. Это очень звучит лепо. И вот такое у вас было. Это были в тех поколениях. Сейчас уже четвертое поколение этих провокаторов, этих чеченофобов подросло в вашей Ингушетии. А сейчас у вас раздолье. Типа у вас своя республика. Вам нужна была эта республика Ингушетия для того, чтобы мирно существовать с другими народами, достойно жить, достойно существовать. А вам это нужна была для того, чтобы, прикрываясь этой республикой, прикрываясь своим регионом, вот творить это черное, грязное дело. Это на лицо. Вот 33 лет вашей свободы, чего вы добились, вот мы видим. Мы видим ваши результаты, и все это на лицо. Потом не имеет дружбы народов, как сперва вы признались, большой любви к грузинскому народу, даже заявили, что вы ближе братья грузинам, чем чеченцы. Да, это великие большие слова, мы-то не против, вы будете братья этим эскимосам, скорее всего, вы оттуда и вышли. Вот, будьте братья эскимосов, можете признаться большой любви, мы не против. И вот что вас, грузин, связывает, вот вы сказали, что вы этнически вот грузинам ближе, чем чеченцам. Вот что это связывало, тоже один язык вас связывает, одна религия, одни обычаи. Это как бы север-юг, вот несовместимые вещи, север есть север, юг есть юг. И вот это несовместимы ни по религии, ни по языку, ни по менталитету, ни по... Они христиане, вы мусульмане, у них грузинский язык, у вас войнахский язык. И вот как это вы совместили тоже, это только ингуши могут так совмещать несовместимо. Потом вы это все назло чеченцам,
чтобы потом, это 2018 год, паника ваша, и вот тогда вы поняли, что нужно дружить с другими народами, чтобы потом дискутировать чеченцев, что они такие, что они нехорошие, свою политику гнать, свои вот это аративы, там и карачайцы, и балкарцы, и черкесы, и адиги, вот дагестанцы, понятно, вы целуются осос, как с грузинами, потому что враги моих врагов, враги моих соседей, мои друзья. Вот у вас такое вот это очень простое вот это отношение. И, конечно, если они там в Дагестане дискриминируют чеченца, это вы рады, это вы поэтому и скачете. Там никогда чеченец, ни один чеченец не был в Северной Осетии праздновать вот этот пригородный район или Владикавказе, что-то такое. А вот вы, ингуши, зная, что там проживали чеченцы, их выгнали со своих земель, эти земли захватили, эти дагестанцы, и эти акинцев, даже вот как вы дискриминируете чеченцев, свое вот это Дахе, Карабалаке, везде вот это. То же самое, они тоже там дискриминируют их, они разрушили 300-летний мечеть, вот это, сказал, что это склад, и вот такие мусульмане и там, и вот вы, мужи, которые отказываются чеченцам, вот эти, вот даже вот это, не выделяете земли для кладбища, хотя эти земли ихние, вас там не было, они выкупили кабардинские князья, выкупили эти земли у кабардинских князей, это была Малая Чечня. Малая Кабада — это Осетия. Это вот это Малая Чечня она называлась. Когда ее выкупили, называлась Малая Чечня. Малая Чечню уже выкупили. И вот это, вас там не было, только были вот эти чеченцы, дахцы, уже 300-400 лет они там живут. И вы спустились с гор, они, вот ошибка чеченцев, думают, что там почти родственный народ, вот это, вот они им дружбу, они им братство, выделили земли, чеченские земли выделили вот этим ингушам, которые спустились с гор. И вот они через 100 лет, вот 150 лет, наоборот, их окружили, этих чеченцев, как гетто. И вот дискриминация по полной. Их земли живут, потому что мы Республика Ингушетия, это уже наше. Вот мы будем делать вот этот бывший глава Ингушетии выделил участок, представляете, участок, глава Ингушетии выделил участок для кладбища. Это местная власть прискакали, он не имел права, отобрали. Вот вы такие мусульмане, вот такие братья. Просто это карачайцы, вы приходите, там сладкие речи, там толкаете образцы, и вот они почему-то раньше всегда были чеченцы, а сейчас вот эти ингуши, вот они на камеру, наверное, говорят, что вы наши братья, вот это, вот тут по всему Северному Кавказу сейчас бегаете, ищите братьев себе, чтобы потом сказать, что чеченцы плохие, и свою политику гнать. Чему вы готовитесь, мы это знаем. Вы хотите этот обман в Сунжинском Малгобекском районе в 92 году повторить то же самое. Вот вы же говорите, вы плачетесь, вы во всех своих, это зафиксировано видео, вот, газетной статьи у вас есть, как, что ваш рассказ 92 года, трагические события осень 92 года, что осетины победили, потому что они сзади русских шли. Вот эти русские, это было 31 октября, 30 октября 92 года, 10 ноября, через 10 дней после этих событий, вы перед русских, русские были сзади вас, вы перед русских вошли на территорию Чеченской Республики и захватили с русскими вот этот Малгобекский и Сунжинский район. Блокпосты вам там поставить. Вы хотели блокпосты поставить вот этот Сильноводский, Асиновки. И вот они вам
дали такую возможность в русском, когда вот что вы сюда пришли. Они, это русские говорят, мы ни при чем, это ингуши сказали, что это наши земли, мы хотим просто Ингушетию ставить блокпосты. И вот такие вы, братья, и вот такие вы лицемерие, врушки. Вот вы хотели, вот чеченская война началась в 94 году, вот вы хотели его нам привезти в 92 году с этим русским. Вот хорошо, это русские вас убивали ваших женщин, истязали там, вы говорите, тысячи пропало без вести, сотни убитых. А почему вы это же, ваши трупы еще обгорели, трупы еще на этих улицах, ваших площадях лежали? А не сотни, а там десятки я видел своими, что я верю тому, что я вижу своими глазами. Вот я один труп видел, 3 трупа видел, 10 трупов видел. Вот то, что я вижу глазами, тогда же была видеокамера, хроники, это же, а не 200 лет тому назад, все было зафиксировано. Вот ваша ложь, вот мне кажется, это неправда. И вот вы как-то сориентовались, у вас все это, у вас сотни тысяч беженцев с этого пригородного Владикавказа, у вас такой кошмар там, и вы забыли про это, про своих братьев ингушей, которые пострадали от этого. Еще эти трупы с площадей не похоронены, вы с русскими ввели русские войска в Чеченскую республику 10 ноября 1992 году. Вы не хотели, чтобы, знаете, вот эти же люди, которые кричали на этой площадях, вот они теперь, это милиция, это их, все, с русскими вы пришли к нам. Чечня не была участником вот этих событий. Она не была третьим участником событий. Чечня даже не входила в состав России тогда. А вы, ингуши, братья, привели эти русские к нам. А потом говорите, ой, первая кровь пролилась нам. Вы хотели эту кровь пролить, вот вы хотели захватить это Серноводское. Вы знаете, сколько там, десятки тысяч чеченцев живет? Что вы хотели этим чеченцам сделать? Если русские бы сказали, хорошо, мы поставим там блокпост, что вы сделали бы этим чеченцам? Скажите мне, пожалуйста. Вы хотели их всех убить? Вы хотели их всех депортировать в Грозный, чеченцев на чеченской земле? Вот, если у вас получилось бы это. Но русские сами, вы-то хотели, русские не захотели вот этого кровопролитие, вы-то пришли с этим кровопролитием, вы хотели вот это, что-то нечисто, это в 92 году, я верю осетинам, это вы провокацию устроили, это вы пошли туда захватывать эти осетинские земли, это вы потом пришли к нам через 10 дней, захватили у нас 2 района. Это ваши дети, это мы не были участниками этих событий. Вот такие вы братья, вы лицемеры, вы не братья, вы подонки. Вот это у вас все. Гнилье у вас, везде гнил у вас. Везде, вот как вы себя ведете, как вы себя, даже открыть рот в сторону чеченца, вы не имеете права. У вас нет этого права, потому что это героический народ. Это мужественный народ, это народ, который очень много перенес на своих плечах. Вы еще пострадавший народ, у вас больше 6 дней на этой территории Ингушетии не происходило военные действия. У вас только 1 день, 2 дня, очень такие. 6 дней это было Деникин. Против Орской республики пришел Деникин, Аюва. Нет, не Горская республика, это был Северокавказский Эмират введено, когда создали, или до Горской республики, или после Горской республики, я не знаю, как это было, не помню исторического эти события. И вот вы хотели этот пригородный район у нас устроить, если мы чеченцы. Надо было, конечно, у вас, этот Джохар Дудаев подумал, что это дать лишний повод русским. Вот вы хотели эту Атинку захватить. Вот как вы это представляли себе?
Там проживает огромное население чеченское. Хотели их депорти выгнать, как это осетины выгнали вас. Вот это, вот в чем кроется ваше лицемерие. Вы шулеры, вы не чисты на руку, вам надо за вашими руками надо следить. Как вы плачете, бегаете, создали фальшивый вот этот мемориал создали, а вот почему-то нигде вы об этом не вспоминаете. Только вспоминаете раз в году. Как повод в советское время это было. Раз в году вот праздники и вспоминаете. И потом вот это странное у вас это упоминание, и человек не... Они родившиеся это время, человек даже не поймет, о чем это речь. И вот так странно вы это преподносите. Вот про чеченцев, да, эти чеченцы такие вот, все говорит про чеченцев, да. Вот осетине у вас очень такой подход странный. Слово осетине, не звучит, что осетине у вас это тоже не звучит, что это пригородный район тоже не звучит. Это трагическое событие осени 22 года. Это памятный, траурный мероприятие. А вот такое. У вас все вот так. Все вот так. Девушка из Карчаева сняла фотографию на фон Чеченской башни и сказала, что это Чеченская башня. Вы прискакали, все ингуши, возбудились. И в Тумкалинском районе. Это район, кто не знает, это сторону Грузии, вот, Дагестан, вот, очень далеко. Даже он с вами, они граничат. Но это башня, вы считаете, что все башни это ваши. У чеченцев не было башни, только вы строители башни. Хорошо, вы большие строители. Вот видите, вот Бангкок видите, да? Постройте вот такой какой-нибудь город. Азран сколько лет? Вы же пишете, вы же врете. Там 207 лет Азрана вы пишете. А не, больше, 200. Это Грозному 206 лет, по-моему. Да, 200 лет Грозным. И вот ваш Назрани еще больше. И вот где ваш Назрань, где Грозный, где Владикавказ. Вот это, вот водействие. Вы же пишете, вы народу великий. Великий народ. Очень сложно говорить, держи камеру. Вот очень сложно мне, конечно. Я извиняюсь, там она двигается в сторону, потому что нет концентрации смотреть на кадр и там. Может, в принципе, если захотеть, я мог бы, конечно, поставить ее. Такой угол. Ну, такое, знаете, мы не сегодня родились. Знаете, мы живем уже давно. Вот все это знаем, кем вы были раньше. Вот вы сейчас хотите представить перед миром такой необычной цивилизации, древней, ваша древность, 6000 лет ингушскому языку. Да? Больше, чем арабскому, больше, чем испанскому, больше, чем английскому. Вот только ваш язык был древней цивилизацией. Да, сейчас вас нужно искать под микроскопом на этих картах, как это могло вот сохраниться вот так, как это вы легко разбрасываете ваши ложь. Это 6000, это громко, это очень громко. Вы можете себе представить 6000 лет? Даже это монголы татарские, 1200 тысяч. Вот это, даже вот это, очень, кажется, очень было давно. 1000 лет даже нет. Даже религия, мусульманская религия появилась кому-то 1000 лет. И вы 6000 лет. Какая-то должна быть древность. Какая-то должна быть древность народа. 6000 лет. Только языку. Вот такой древний. Это все сказано, нет смысла повторяться, хотя некоторые
удивленно оставляют комментарии, о чем это он. Я же не могу в каждом своем ролике все это повторять, это будет неинтересно. И вот вы хотите, вот там можно ролики смотреть, немножко полистайте, ничего сложного. Это же бесплатно, за это вам деньги не надо платить. Когда вы нужно платить, вы листаете эти плейлисты. У меня нету плейлистов, я, конечно, их попытаюсь сделать как-то. Вот такое. И не надо о чем, вот о чем. Если вы не в курсе это событие, пройдите мимо, или скажите да, или лайк поставьте, или дизлайк, идите дальше. Если вы не в курсе. Если вы в курсе, оставьте комментарий. О чем мы можем? Вот о том, что вот вы не сегодня родились, вы же это все смотрите. И вот на это их мужскую ложь мы отвечаем. На это их провокации мы отвечаем. Если они бы молчали бы, тряпочки, и жили бы в своей ингушетии, мы бы даже и не вспоминали бы про них. Потому что это великая честь для недонарода, вот постоянно о них говорить, рассказывать. Потом возмущается, потом беет, почему так? Почему мы вас не любим? Мы-то вас любим, вы не любите нас. Это вы нас решили ненавидеть. Это удобно. И заодно можно кое-какие претензии предъявить, потом, может быть, как это получится через 20, 30, 40 лет, 50 лет. А кто знает, снова как это получилось с этим пригородным, еще пригородный район у вас в запасе. И вот это сейчас Ачхай-Мартан у вас почему-то у вас и ровно в сторону вот, дышите. Потом этот Сирноводск, Асинок, потом Бамут. У вас очень много претензий к чеченцам. Откуда они появились, тоже непонятно. Вот мы, чеченцы, к вам можем спокойно предъявить претензии. Понятия ингушей не было. Это один из чеченских тухумов. Вот нет, вот, многие русские хотели создать искусственную нацию на Кавказе, чтобы протестовать прямо против чеченцев. Вот, и решили отколоть вот этот один из тухумов и сделать из него нацию. Там мы прихватили, тут присоединили осетинов, они там веками жили с ними. И вот это, и потом, когда Кавказская война закончилась, победа царской администрации, и имам Шамил пал, и вот это добыча, вот умирали русские, а прискакали вы, получили от этого очень большие бонусы, скорее всего, милиции царской, которую вы говорите про чеченцев, это вы были милиции, стукачами, там, сексотами. И вот это, вот такие у вас бонусы. Сейчас вот легко у вас, все это легко, поэтому у вас вот такие амбиции, вот такие требования, такие, они реальны. 25 лет русские умирали, чтобы это усмирить Кавказ, усмирить Чечню. А бонусы получили вы в виде ингушской автономии. Вот это. Вот русские баночки умирали с этими чеченцами, вели войну. А вы сидели в этих кустах, прятались в горах. Вот выползли, когда война закончилась. И все, бонусы получили вы. А потом то же самое. Типа устроили провокацию Осетии, чтобы войска ввести в Чеченской республике. Это вы вели войска. Русский пришел сзади вас, ингуши товарищи. Это вы их завели в Чечню. И когда они поняли, что вы такой народ, и они и приняли решение чеченцев. И вот такое. Я не хочу сейчас говорить, потому что очень далеко я пойду. Мои знания, феноменальные знания истории, географии, идентичности ингушской, они к чему сейчас?
потому что потом будут бегать, плакать, предъявлять претензии. Вот такие дела, очень странные вещи происходят в нашем мире. И вот мы об этом просто, мы говорим, что вы лжете, и нагло лжете, все присваиваете себе. Почему вы должны быть особыми? Почему только вы, вот, 100 лет, 1000 лет вас не слышно было, сейчас вы громко кричите, орете на этих заборах ваших деревьях. И вот вы великие нации, смеются, наверное, русские смеются, колхоз живут, еще орут, мы князи, мы голубого крови. Это так получается, если говорят, мы только, вот мы народ, мы только вот это, все остальные никто. Вот это, понятно, чеченцы им отвечают, а вы кто такие? Вот. Там тоже царская администрация, вы заметили, во многих картах отсутствует упоминание про ингушей. По чеченцам присутствует, а про ингушей вот так очень многие карты так сделаны. Знаете почему? Потому что царская администрация искусственно хотела ингушей туда эти карты кинуть. Многие порядочные историки, многие порядочные вот это географы, вот это сказали властям, нет, это мы не можем фальсифицировать карты. А есть такие представители, вот это, которые связаны с царской администрацией, вот это все, вот они, некоторые писали, некоторые источники присутствуют ингушетии, хотя это очень странно, и слово ингушетия нет нигде, вот оно вот типа другое присутствует. И вот так они, эти цари, это вот это стараются, конечно, искусственно создать у вас. Ну хорошо, тогда ничего-то вы более молодой народ, но не надо, говорит, 6000 лет нам. Вот, да, бывают народы старые, бывают народы молодые, древние и молодые. Я же не говорю, вот сейчас вы действительно народ. Мы же этого нам же нет. Когда-то в историческом прошлом мы были единым народом, вы от нас откололи и царю-батюшке. Мы-то стремились к свободе, независимости, а вы хотели прислуживать. Бывает вот разница между чеченцами и ингушами вот это. И всю жизнь вот это продолжается. Когда мы провозгласили независимость после распада Советского Союза, вы захотели снова с Россией. И странные обстоятельства, 92 год, вот мне вот странно, мне кажется. Вот. То, что вам принадлежали, вам не дали, но, скорее всего, сказали, мы вам дадим, немножко оттяпаем от чеченцев, и вы устроили эту провокацию в пригородном районе. И на 10-й день этой провокации, войн, вот этого страдания, вы пришли с русскими войсками на территорию Чеченской Республики. Спереди, осетины-то хотя бы сзади, вы сами говорите, что осетины были сзади от русских войск. А когда они входили в Чеченскую Республику, 10 ноября 1992 году, вы были спереди. Вы указывали, какие места захватывать, какие места блокпосты поставить. Вот жители Сильноводск, они же свидетели. Они это сказали, почему вы пришли русским сюда. Они говорят, эти ингуши нам сказали, что это их земля. Вот такие вы дрянь, подонки. Вот такие вы безнравственные личности. Я так думаю, у вас еще далеко идущие планы. Вот я хотел бы узнать, хорошо, вы говорите Бамут ваш, 100% населения этого Бамута чеченцы. Куда вы хотите деть в ближайшем будущем? Скажите нам. Хотите их всех расстрелять, как семашка? Всех их убить? Или вот, я не пойму, их всех... Как вы вот сейчас все это, вы претензии Ачхамартан, 100% чеченский населенный пункт. Вот как у вас это план? Вот как вы собираетесь аннексировать этот чеченский Ачхамартан? Вот как у вас это получится? Вот это, даже это три, вот это Натечный район, Щелковская, Наурская, Натечный. 80-90% населения чеченцев. Вот как их вы собираете? Куда этих людей вы собираетесь деть?
Они 2 тысяч, не 10 тысяч, не 100 тысяч. Это очень большое население. Куда вы все это собираетесь деть? Вот это я бы хотел. Хотите их уничтожить в конце лагеря, будете их делать там, их чеченцы, вот это. Вот это я не пойму вас, конечно. Непонятно? Понятно, конечно. Вот сейчас 4 числа был День единства народа, вот это как единение. Вот у вас ваше ингушское телевидение ролик про это единство. И всех народов вы называете поименно, и они дают интервью. У вас проживает 18 по народу, кроме чеченцев. Вот чеченцев вы не говорите. Ни одно слово упоминания чеченца нет. Вы говорите азербайджанец, один азербайджанец, потом армян, турки-месхетинцы, даже экзотические казахи, понятно, казахи, и говорят, афганцы начнут. Какие афганцы? Вы что, с ума посходили? Это студент, оставшийся студент. Потом это один афганец, так и был. Честно слово, один афганец. Он там плов там делал, и вот этот глава Ингушетии, Калимата, подошел, он спрашивал, какая разница плова афганского с ингушским. А я вам скажу, какой разница, очень большая разница. У них плов бывает с морковкой, вот это, и с изюмом. Вот. У них очень много мяса, они делают по-другому этот плов в больших казанах. И вот такой репортаж, все народы назвали, все, вот потом спикер был азербайджанец, он рассказал, что его отец воевал за город Малгобек, и вот почему-то он приехал, остался. Вот я говорю, 3 азербайджанца, 2 туркмена, на народе, а сотни тысяч чеченцев, которые проживают на нашей территории, это не народ. Это даже упоминания про чеченцев нет. И самое интересное, сама это обезглавлена так, друзья и соседи. Представляете? Я почему это почти 6-минутный ролик посмотрел, чтобы я сразу понял, о чем он идет. Друзья сперва идут, а потом идут с точки соседи. Про соседей ничего не сказали. Это осетинцы и чеченцы. Осетинцы живут очень много в вашей Осетии. Там сотни осетинских фамилий, они мусульмане, поэтому они к вам пришли. Это осетинцы, это не ингуши. И вот так Дзауровые очень много фамилий осетинских. Очень много. И это осетинцы. Это просто они мусульмане, они думают, что вот у вас будет лучше. И вот это репортаж центрального ингушского телевидения, вот это странно. Странно. Вот чеченцы не упоминают, даже вот человек, который слушает, это даже не поймет, что у них проживают чеченцы. Потому что вы раньше вот мы живем в 10-20% вашей Ингушетии, потому что вы захватили чеченские земли, и вместе с населением забрали их себе с русскими в 92 году, 10 ноября. И в Седах, там, только в одном селе 10 тысяч чеченцев. 10 тысяч чеченцев в одном селе. Карабалаке. Сколько населения? 1000 чеченцев проживает в городе Карабалаке. И вот это. И человек, который ингуш, парень или девушка, школьник, сидит возле телевизора и слушает новости. Он же не видит по телевизору чеченской программы. Он же не слышит по телевидению Ингушетии чеченскую речь. Он же нигде об этом не пишет, и он даже может... Они знают, представляете, что у них проживают чеченцы. Да, они соседняя республика, но у них, они думают, что у них не проживает. Представляете, 100 тысяч чеченцев проживает. Это население Ингушетии 500 тысяч человек. 100 тысяч чеченцев, 20% населения чеченцев. И про них ни одно слово. Нет никакого упоминания. Вот мы 3 гастарбайтеров, вот странно было, вот почему вот там сперва выступил азербайджанец, потом выступила армянка, а потом выступила русская. И армянка. 40 лет назад я приехала, думала, приехала на
неделю, и так остался, я так и не смогла обратно уехать. Вот история этого, история армянки, вот история азербайджанца. Отец у него воевал за Малгобек, как и тысяч других народов Советского Союза. Вот это причина, почему этот Азербайджан живет там. Вот. А вот чеченцы, которые там массово проживают, там 400 лет, вот это репортажа нет. Вот у нас чеченцы, татары, у нас тоже день единения, и вот специальная программа «Республика» вот татарам посвятила целый час. Он целый час рассказывает про татар, которые в царское время, когда шла Кавказская война, это было 2 переселения. Последнее переселение, вот это, когда Кавказская война, Талмучи, вот это, они показали их культурный центр, их еду, их танцы, их школу. Это в Щелковском районе 2 поселка татарские, вот это Старощедринская и Новогладовка, вот, по-моему, 2 вот эти поселка, массово живут татары. И кумыки у нас живут, и вот это. А вот ингуши, местное население, чеченцы, и про них не говорят нигде. Про них не упоминают нигде. Нигде сколько я смотрю ингушское телевидение, речь чеченской, ингуш может спокойно понять. Нет, только чеченцы должны разговаривать о русском языке. И нет понятия, что он чеченец, кто он, просто фамилия, имя как ингушское, и подросток, который, новое поколение детей, сидит возле телеки и думает, что это ингуш на русском языке. Вот это хотят стереть, что вот, они не считают чеченцами их, они считают их ингушами. Поэтому хотят стать великой нацией. Да, вы входите в топ-10 Северного Кавказа. А мы, чеченцы, 3-й народ России. Вот разница после этих десятков бесконечных депортаций, геноцидов. Вот где великая нация, где великий народ, вот где фальшивки. Это видно сразу. И вот когда я этот репортаж увидел, я думаю, разве так можно? Представляете, сделать вид, что народ не существует. Вот это евреи точно так же. Вот вы любите сравнивать себя Палестиной. Вот вы то же самое политику ведете в своей Ингушетии. На полную катушку живете на чеченских землях Малой Чечни и захватили чеченские районы и вот дискриминируете чеченцев на своей территории. Вы не мусульмане, вы не знаю, язычники, вы язычники, просто мы старались, конечно, из вас делать людьми, но не получилось у нас. Можно признать это, потому что вы своеобразные люди, вот вы как хамелеоны, вот бывает, вот вам нужно, вы стараетесь, и мусульманами будете, и братьями будете, и кому угодно. Жалко, что между нами нет китайской стены, Великой Кавказской, чтобы вас не слышат, вас не видят. Да хорошо, что вы живете отдельно, своя республика, вот подонок ногой ступит на наш землю, мы будем знать, что враг у ворот. Враг ступил на нашу землю и должен быть достойно ответить. Ни этих сисики, ни этих, как это, они, они, почему они сейчас такие предъявы на нас, а все остальное чеченское, потому что в 92 году вот они очень легко получили чеченские эти земли. Без единого веса, без ничего. Просто с русскими танками вошли в Чеченскую республику, и все. И вот это мы хотим, вот это мы не будем говорить, а будем говорить, как мы спасали чеченцев от чеченской войны. Да, не вы. Какие вы воины, какие вы герои, вы даже не смогли вот этот, своих, там, не знаю, ощутить. Да.
такие дела у нас. Ваши лицемерие на лицо, ваши ложь мы видим сдалека. Так что, знаете, дорогие мои, оставьте это все при себе. Вот, не надо кипятить, вы никто. Даже стыдно за вас. Иногда мне, честно слово, как чеченцу, стыдно за вас. Потому что вот такое городите, и вот такое напридумываете, сказочки такие. Конечно, другие народы, вот просто у них всегда вот такая, вот справите, чеченцы достойные люди, вот они всегда вам дают скидку. Всегда вам это большая ошибка этих народа, потому что чеченцы это чеченцы. Это вот великий народ. А вы, ингуши, это сброд всякого. Оттуда. И вот вы, благодаря нас, чеченцев, конечно, стали такими народом. Мы вас воспитали, конечно, сейчас подрастает вас другое поколение ингушей, поэтому видно, что вы за люди, что вы за народ. Пустышки, пустое место. Как вы себя ведете, как вы себя показываете. У нас вообще в Чечне все в шоке от вас, от ваших ингушей. Это Руслан Безуртана, без конца от программы против чеченцев. Вот чеченское направление, все вот. Ингушское телевидение, представляете? В репортаже о самом большом своем населении, которое проживает, 20% населения, они сами 500 тысяч, всеми народом, и вот 100 тысяч среди них чеченцев. Про них ни одно слово, нигде не упоминают, нигде их не показывают, нигде их не быт, культура, что это чеченцы, наши братья. Это должно было быть вот в нормальном обществе, это должно было быть, вот чеченцы у нас живут рядом в Чечне. Ты чё? Вот поэтому это вот было укор. Специально они сделали. Написали друзья и соседи. И вот друзья, вот этот гастарбайтеров, эта проститутка, прискакавшая с Армении, не знаю, за ингушского замуж, я не знаю, там они же, я же помню, у нас тоже в Чечне, откуда только они не прискакивали. Это весь поселок их там драли. И вот такие, мы же это тоже, это, давай не будем вот это. И вот такой вот это сейчас она осталась. Почему осталась одна, приехала, девушки, осталась в Ингушетии. И вот эти странности. И вот это достоинство ингушей, это единство народов, от чеченца нет, их не существует, они ингуши. Вот это ингушского телевидения, постановка ингушского телевидения. И указывать, что есть друзья, а есть просто соседи. Про них ни одно слово. Вот такие. Я это осетин, бедный осетин. Сколько они натерпелись. И эти чеченцы, конечно, чеченцы, сколько от них натерпелись. Они, скорее всего, рады были этим фальшивкам. А их же тогда советская власть, они спрашивали, хотят они или не хотят. Вот вам Бангкок. Я уже устал держать эту камеру. Вот видите, там вдалеке вот этот небоскребы везде. Просто этот район Сиам, вот, скорее всего, снесут это малоэтажные дома, скорее всего, они оставили. Вот сейчас небоскреб, видите, рядом строят. Они вот по частями это все несут. Ну там тоже вот эти трехэтажные дома, трехэтажные, пятиэтажные дома, мелкие дома вот эти. Оно, конечно, портит вид всего города. Это очень центральный район, скорее всего, снесут, выкупят, снесут. Или вот это построят, и туда селят их, снесут эти дома. И вот построят небоскребы тоже. Там 1-2 небоскреба. 100% можно построить. Вот этот метро их, скоростное, на улице жарище. Город весь
утопает солнце. Стоит мне сегодня уходить, тоже непонятно. Конечно, я планировал. Ой, такие дела в нашем солнечном Бангкоке. Можно говорить без конца. Конечно, это ужас без конца, когда не должен закончиться. Должно закончиться взаимное притязание. Это детские игры. Вот хотелки у себя дома. Своим женам предъявляют, своим мужьям предъявляют это хотелки, своим отцам, матерям. Вот детский сад, уже мы давно взрослые. Мы давно уже, вот вы живете отдельно. Кто вам мешает жить? Вот почему у вас должна быть драма? Постоянно драма у вас, товарищ муж. Плачете, плачете, ноете, ноете, без конца. Это же ужас без конца. Надо прийти, вот сейчас хотелки, вот это то, это то, это то. И сейчас это, скорее всего, направляется кем-то, потому что это выгодно. Чеченцы 200, 300, 400 лет вот, в войнах, там, вот, статусные люди. Вот, конечно, некоторым народам, даже эти русским, не сильно нравится, что мы вот такие зависимые, мы такие самодостаточные, и нас, они сломят, это мелкие беды, вот как эти ингуши. Я представляю, если какая-то война Ингушетии, там хотя бы 20 дней проходила, они бы все, наверное, это, как пустыня Сахара, ингуши, все бы там уехали бы за границу, никогда больше они возвратились. Какая была бы у них эта драма? Там, это 3 дня в пригородном районе, и Деникин, отступая от Грозного, проходил эти ингушские села, там 6 дней. И то это, может, даже не 6 дней, просто пишут. Вот это Идрис Базоркин написал, долгий, волчьи ночи, по-моему, был этот повесть у него, вот это 6 дней он написал. И, скорее всего, тоже пару дней. Ну, официально больше 6 дней ничего у вас не происходило. Когда это войны шли, когда люди боролись за эту свободу, независимость, за это достоинство, почему-то вас не слышно. А сейчас нет войн, ничего. Мирно существуем, это разный народ России рядом. Все у нас, все у вас драма. Все вас хотят унизить, все хотят у вас отобрать эти земли. Если у вас их нет, изначально их не было. Вот все, что чеченское, осетинское, вот из микса у вас сделали, товарищи. Вот вам, сейчас я буду так говорить, так вам не нравится. А почему мне должно чеченцу нравится то, что вы говорите про нас? Что мы не народ, что ингушский язык это материнский, чеченский, это диалект ингушского. Это все у вас так. Башня это не ваша башня, это наша башня, потому что мы вам ее строили. Вы же не умели, чеченцы, жить. Вот башни они не умели строить. Как вот умудрялась такой большой империи, как Россия, которая Османская империя, великий Бонапарт, даже Гитлер напал на этот Советский Союз. И вот такой огромной империи вы могли спокойно годами, не 1 год, 25 лет Кавказской войны. Вот это один факт об этом. И у вас все по-другому. Все, сейчас мирно. Тогда вас не видно, не слышно. Сейчас рты пооткрывали со всех щелей. Вылезли и хотите нам доказать, что вы великий народ, что вы великие воины, да? Доказывайте. Ваш сделал этот мусорный, это переписан с чеченского, вот этот, бросьте мусорный ящик. Оно ничего отношения к вам не имеет. Эта книжка ничего общего с вами нет. Это видно. Это вот ваше геройство в мусорном ведре. Ищите там. Если вы найдете это горе мусора, вот там у вас это все. Утили у вас все. И не обижайтесь, если вот так с вами говорят, потому что вы сами это
позволяете. Если вы молчали бы, если вы относились бы с уважением к другим народам, мы не только восхищались бы вам, вот только говорили бы вам приятные слова. Но зная вас, ваши подлости, ваши хитрости, мне кажется, никогда больше. Вы что? Я-то раньше думал, сейчас снова с Чеченгусской, не дай Бог вас, крохобору, туда снова пустить. Вы захватите все остальное. Вот ваши дети, вот этом русле. Скорее всего, Чеченгуш это вот точно такой же. Вот это, все это везде захватывает. В институтах, преподаватели вы были, в библиотеках, везде. Вот это сейчас это видно, что вы вот все чеченское крали. Это Узеев, когда начал войны тоже, когда вы убегали с Грозного, прихватили с собой чеченскую культуру, все чеченские ценности. Вот вы такие. Сейчас у вас Узеев сперва прятали в своих назранских квартирах все это награблено. Потом через 10-20 лет, когда никто это не ищет, вот выставляет теперь это ингушское. Это все ингушское. Шулер есть шулер, конечно. Предал в одном, предаст и в другом. Вот на вас никакой надежды. Есть вы, нет, мне кажется, никакой пользы от вас. Никакой. Только одни шоу. Вот крахоборничество. Вот это странно. Вот человек вот, вроде бы интеллигентный человек, где-то учился, где-то что-то оканчивал. А там же не было вот это, что это ингуши великий народ. Ни одних учебных историй ингуши не упоминают нигде. Нигде слово ингуш не присутствует, нигде. Что-то назранское, крепость. Вот слова ингуш нет. Вот слово чеченец есть, а слова ингуш нет. И вот это, вы же учились этих учреждений. Неужели, да, сейчас Назране нету библиотеки? По-моему, Назране же не тайга. Успели я от вас, сумасшедших мужчин, убежать до канадской границы? Ужас, с ума с вами может сойти, с вашими прикиндонами. Пора с вами, вот, вы медленно ходите с ума там в своем Азране. Пора вот психиатрические больницы у вас открывать. Мест не хватает на все. Вот такие дела. Так что, мои дорогие братья, goodbye. Goodbye. Живите как хотите. Творите, что хотите. Пожалуйста, не лезьте к нам, ни соседям. Вот у себя дома, вот доказывать делами. Вот тогда мы скажем, мы признаем ваше геройство. Если это представить нам возможность где-то показать. Вы же показали в 90-м году, какие вы герои. Русскими войсками вошли в Чеченскую республику. Чтобы захватить чеченские земли, вот русскими. Еще могилы, трупы там еще свежие лежат на этих площадях ваших азрановских. Пару штук, а не сотни. Не был там. Лежали, мы видели по фрагментам вот это видеохроники новостей. И вы уже бежали в другую. Вместо того, чтобы бежать в другую эту сторону, вы бежите уже в другую сторону. Испугались, поняли, что с вами будет. И сразу же на горячем, пока чеченцы, они ничего не скажут, вот какая-то хитрость, какая-то подлость. Вот зная, что чеченцы не будут что-то там делать, потому что вы пострадали от осетин, это вы специально вот так сделали. Нагнетали там обстановку, там немыслимые цифры убийств. Вот это все, чтобы чеченцы вас пожалели. И вот это именно для того, чтобы захватить чеченские земли. Вот вы через 10 дней, пока трупы лежали на Азране, вы с русскими пришли. Чеченская республика, Сунжинский район, Малгобекский район, и захватили их с русскими. Вот ваше геройство, вот ваши подвиги, вот там.
и там, и в Чечне, Ингушетии вы хорошо себя показали. Коварные, подлые. И вот показывайте сейчас. Мое к вам презрение, потому что достойным, это для меня это сжать вам руку или с вами поздороваться, для меня оскорбление. Потому что вы не достойны ни этого, ни другого. Вы не Орли Кавказ. Вы, знаете, коршун, шакалы Кавказ. Вот такие дела, Бангкок. Жара страшная, но даже я сейчас чувствую, что ой-ой-ой, 3 поезда идут. Вот такие ваши дела. Это никакой радости мне не представляет. Я надеюсь, больше про вас ничего не слышать. Конечно, как от вас избавиться, вот тоже непонятно. Вот я живите 100 лет, радуйтесь, веселитесь. Вот, чтобы вас не слышать ваши в этой полемике, вникать в суть этих ваших притязаний. Вот имеется в виду вот в этом плане, чтобы вас, как Папуас Новой Гвинеи, не знаю, вот так вас не слышать, не видеть. К сожалению, это не представить, вы наши соседи. Это уже, ребята, это уже 2-й ролик я снимаю, потому что первый, столько я наговорил красиво, первый дубль у меня очень всегда бывает, очень такой хороший дубль был, красиво я все описал, все это по полочкам разложил, но очень коротко, и я потерял вот этот, как сказать, свои вот эти наработки. Ну ничего, вот то, что я хотел сказал. Если вы не поняли этот ролик, посмотрите другой. Если этот тоже не понял, посмотрите другой. Все это по порядку идет. Я не могу в одном ролике 20 часов описать все эти страдания, несчастья, эти ингушей. Я не могу описать в 40 часах подлости, гадости этих доброжелателей, это фальшивых братьев. Это идет вот по роликам, вот идут ролики, там есть между ними и в Нью-Йорке, и других городах, эти минутные, 5 минут, 9 минут, и вы видите, большие ролики, это, там даже есть просмотры, там можно популярные ролики сделать, и вы все эти ролики на политические темы выйдут. Спокойно можете посмотреть. Я не собираюсь в одном ролике вам разжевывать, объяснять, о чем речь. Если вы не понимаете, прискакали на эту страницу случайно, скачите дальше. Вот другие есть. Вот ингуши вам объясняют, кто такие чеченцы, кочевники. Типа такого неуважения к народу я еще не слышал. Вот такого, даже если даже они братья, даже это и соседи, нельзя вот в таком русле говорить про народ чеченский. Вы знаете все, кто такие чеченцы. Весь мир об этом знает. И вам, вот этим жалким ничтожеством, завистникам, сидите это в своем колхозном зрании и никак рисуйте это в своих больных головах, всякие эти фантазии. И вот вам ничего, ваша власть, это вам разрешает, ваша полиция это вам разрешает, ваши спецслужбы это вам разрешает, чеченцы не могут прийти и сказать, вот это прокуратура Чечни не может вам предъявить. И вот этим закрылись, вот этим отдушники по имени Ингушетии, и вот оттуда вы жалите нас, вот это как гадюки, вот сделал, отскочил, сделал, отскочил. Вот такие вы герои. Ваше геройство вот это, бороться с женщинами, бороться с блогерами, вот это, придумать вот эти сказочки, сидеть, клепать вот это, вместо того, чтобы развивать, думать о своей Ингушетии,
вы думаете о других. Вот как украсть у них, как это себе присвоить чужую. Любители легкой оживы, можно сказать. Вот вы и есть любители легкой оживы. Вот, без единого капли крови все вам досталось. Поплакались там, осочинили тут. Вот все вам так досталось. Поэтому вы сейчас снова вот азарт вошли и хотите где-то что-то снова заглотнуть. Не получится. А наш век у вас нет. И не ждите третьей чеченской войны, товарищи мужчины. Вам это такой подарок судьбы, скорее всего, вы не получите. Это не та Чечня, которая в Советском Союзе, чеченцы, это братские, дружеские народы. Это вам кажется сейчас, это совсем другие люди. И вам это сейчас полноценный народ, это очень сложная задача, которая вам кажется, что русские вот так сейчас, скорее всего, вы радуетесь плохому, вместо того, чтобы радоваться победам, и вместе вот этим гордиться этим. Нет, у вас только своя гордость, только ингуши народ, все остальные пришли люди. Все остальные пришли только ингуши, великий народ, великие нации. Ваше Величие, вы далеко зайдете, конечно. Вот 6000 лет вашей идентичности, вот я хочу увидеть просто, хотя бы понять, где это у вас. Ну, хорошо, вот такая великая нация, это должно быть очень, нечто необычное. И где оно у вас? 46 населенных пунктах, сел, вот даже в России, вот это 46 населенных, вот целый район, вот в Пермском крае, вот может быть район, вся ваша Ингушетия, это один из районов Пермского края или Краснодарского края. Вот ваше величие, вот вся ваше величие. Один колхоз и 2 совхоза. Вот такое, я уже целый час наговорил, но даешь ты. Хотя я уже 2-й ролик снимаю, но все равно очень тяжело держи камеру. Ну ничего. Вот такие дела, радость никакую. Вот мой результат очень печален, потому что я вынес вам бибердик, товарищи ингуши, что вы непорядочные люди. Вот для меня это все, это на оставшие века. Вот я буду знать, что вы подлые люди, вы не непорядочные люди. И для меня это очень сложно осознать, что чеченцы, родственный народ, вот так себя некрасиво ведет, так себя выставляет в свет. Я не говорю, что все ингуши плохие, что они все негодяи, нет, этом речи. Но если вы молчите, это ваши порядочные ингуши. Я их не буду искать под микроскопом Экажева, Сурхахи, Верхние Ачулуки, Джайрахи, где вы порядочно находитесь, я не обязан под микроскопом вас искать, вас не слышно. Вы не возмущаетесь, когда другие ваши братья ингуши говорят такие некрасивые вещи. Это даже по религии это нельзя делать. Это экстремистчество, это дискриминация по национальному признаку. Вот все у вас в порядке, в щите, вам это, многие согласны этим утверждениям. Поэтому это про нас, чеченцев, гадости не пишут вот эти инопланетяне с другой планеты. Нет, это ингуши. Это Чабиот Танзилка свой рот поганый не может закрыть. Это Руслан Бузуртана, Абадия, Сарждин Султига. Очень много ваших этих провокаторов, Чаборд, Маборд. Да, очень много их имен. И вот они 8 лет тому назад оседлали этот мейнстрим и до сих пор бегают и скачут по этим площадям, как проститутки, наркоман, и никак не может остановиться.
никак не можете остановиться. Вам это понравилось, вам никто не отвечал, бегали, плакали с другим соседским народом, что чеченцы вас обделили, чеченцы вас обдурили, чеченцы вас отняли землю, хотя вы, товарищи ингуши, у чеченцев, мы, чеченцы, должны быть на вас злы, мы, чеченцы, вас должны ненавидеть, потому что вы подло с нами поступаете постоянно. Но это оплачьте вы, у нас нет этих традиций, мы мужчины, мы гордые люди. У нас нет вот этого женского, вот этот плакаться, тряпью. Такие дела. Пока с вами был одинокий Джейсон из города Бангкока. Надеюсь, я не буду больше говорить про эти ингушей. Я хочу эту тему закрыть. Скорее всего, закрою. Больше вот это октябрь, ноябрь, точно, после 2026 года никакой ингушей, ни о чем я не буду говорить. У меня своя работа, писательские дела. Я буду своей творчеством заниматься. Это намного доставляет мне удовольствие, чем вот сидеть тут, подбирать правильные слова этим негодяям. И вот это стараться вот сглаживать угли. Если вы подонки, вы твари, не можете себя вести прилично. Поэтому мы, приличные люди, должны подстраиваться под вас. И чтобы не обидеть других, должны очень счаститься с вами. Вас надо сразу же, вот, открыл поганый рот, и сразу же вот эту подноготную надо сразу в лицо. Вы же, а не сегодня. Не завтра. Мы все знаем, мы все видим, мы все читаем. И вам кажется, что вам главное задурманить своих этих мужей, несмышленышей, и потом как-нибудь сделать провокации и поднять весь ингушский народ на борьбу с Чечней. Вот такой какой-то замысел, детский замысел, конечно. Но есть у вас вот это, потому что они думают, что чеченцы не позволит себе вот потом ответить ингушам. Они же это раньше не сделали, поэтому вот такая у них легкая вот эта нажива вот на чеченское еще претендовать. Это нам не просто с неба не свалилось, мы не будем разбрасываться своими землями, своими вот это. Вам удалось в сложный момент, история чеченского народа, вам удалось и в 92 году, и в 2008-2009 году вам удалось прихватить чеченское. Мне кажется, дальше мы будем уже знать, кто вы такие, и давайте, ждем вас в гости. Придете добром, добром уйдете, придете злом, от зла и помрете. Goodbye, с вами был одинокий Джейсон, пока-пока.